Смотрите, всем привет. Смотрите, вот проспект Ленина. Что сейчас с ним происходит? В принципе, уже так вот вровень закатали с уровнем. Асфальт еще не положили, но машины уже потихоньку ездят. Светофор здесь не работает, но, короче, движения еще пока нету. Поэтому можно по проспекту пройтись. Когда еще? В какой век можно по проспекту вот так вот пешочком протопать? Смотрите, тут какие елочки у нас красивые. Сегодня 8. Ну, актированный день, опять же. Актированный день. С 1 по 8 класс не учатся. Ну и туманчик. Не сказал бы, что такой большой, но есть. Наблюдается. Под вечер, может быть, потеплело. А так с утреца-то было прохладно. Опять я говорю, минус 48. А где-то в аэропорту, там вот в районе аэропорта Аюнского, там минус 51 утром было. Ночью сегодня минус 51. Так, вот почему машины не могут проехать. Потому что вот такая здесь куча насыпанной и балка. Вот они только до сюда доезжают и дальше уже туда куда-то. Ну, это мы уже с вами на улице Ярославского. Вот так вот она сейчас выглядит в 6 часу вечера. Ух ты, тут гололед-то какой, ё-моё. И вот тут интересно, возле этого здания есть скульптуры. Делали скульптуры здесь. Вот такие вот. Так, что тут написано? Столетие. 100 лет я СССР. 100 лет это в следующем году наступающем будет. Так, и с той стороны еще что-то проходим. Да, вот это интересная навороченная, да, композиция. Это Дед Мороз и Снегурочка, Чисхан и Харчана. И вот с Новым годом написано 2022. Вот такая композиция. Перекресток улицы Ярославского и Кирова. Вот сегодня какое движение интенсивное. Так, ну и мы переходим с вами в старый город. Пойдем. Так, это здание на реставрации находится. Вот смотрите, прямо зимой работы идут. И мы сворачиваем в старый город. Вот отсюда пройти. Да, вот такие работы. Это здание, оно 50-х годов постройки, по-моему. Что ли, раньше здесь располагалась типография Гагарина. Ну, а сейчас здесь музей искусств, выставка художественных произведений местных авторов. Можем видеть тут надпись с Новым годом, светящаяся вот такая, разноцветными буквами. И дальше проходим. Пойдем, погуляем по старому городу, посмотрим, как он выглядит, когда у нас на улице под минус 50 и туман. Здесь, кстати, сделали переход, и мы можем, в принципе, без проблем перейти, а то движение интенсивное. Так,
пришли. И вот мы сейчас будем в районе. Так, что тут такого интересного? Вот он, по сути дела, старый город здесь начинается. А, здесь... О, юрту там делают. Смотрите, интересно, да? Такую вот юрту делают. И здесь вот этот острог. Острог, здание острог. Каким город был давным-давно, когда его только основали. Такое вот сооружение. Ну, оно уже переложено и восстановлено, конечно, из нового материала все сделано. Но восстановлено вот как раньше было. И тут даже мы видим вот такой столб верстовой, да, с надписью «Историко-архитектурный комплекс Старый город». Вот это вот тоже историческое здание. Сейчас находится Алмаз-Эргенбанк. Такие вот у них светильнички. Вот здесь вот для фотосессий, пожалуйста, вот такой велосипед. Так, это здание, это к церкви относится. А вот сама Преображенская церковь. Вот она сейчас так выглядит. И посмотрим. Что-то тут уже сделали. Да, на территории я вижу, но подсветочку еще не включили. Подсветочку не включили, но уже, ну, тут обычно здесь сооружают ясли. А, свет не включили еще. То есть ее еще как бы сделали, да, все вот эти вот скульптуры, как в прошлом году, но еще без света. Так что так вот посмотрим в темноте. Ну, вот это ясли, где родился Иисус. Дева Мария, младенец Иисус, Иосиф. Так, это собачка, да, какая-то, плохо видно. Это сложно разобрать вообще. Ну и здесь архангел. Архангелы святые изображены в виде статуй. Вот таких вот. В виде таких статуй. И с другой стороны. Обычно вот здесь вот еще Вифлеемскую звезду зажигают, но пока ее не зажгли. И с другой тоже стороны. А это кто? Волхвы, если я не ошибаюсь. Дары приносящие. Ну вот такая вот здесь композиция. Уже со льда сделана. Ну, подсветку еще и звезду не поставили. Потом с вами попозже сходим и посмотрим. Вот интересно, вот этот дом украсили так вот лампочками. Интересно стало. Ну, а это площадь рядом с храмом. Площадь Марата. И там вот горит вечный огонь. Сейчас мы к нему подойдем поближе. Кстати, вечный огонь этот горит в честь бойцов, погибших вот во времена гражданской войны 1918-1923 годов. Здесь такая площадка. Там лавочки. Ну, конечно, в такой мороз под 50 минус сидеть никто не будет здесь. Но вот вечный огонь, он горит. Это еще в советское время построено. Вот этот мемориал. Вечный огонь. Вот. Сколько себя помню, вот его помню. Сколько же он времени здесь горит. И вот здесь смотрите, какие шикарные у нас елки растут вообще.
Красота, как будто бы где-то в лесу находишься. Если, конечно, бы вот не эта интенсивная дорога, казалось бы именно так. И через дорогу вот там постамент и памятник основателям города Якутска. Ну и здесь, если свернуть, вот небольшой такой есть сквер. Вот. Такой вот сквер. И здесь тоже есть такой памятник в виде камня и волн. Тоже когда был этот город основан, вот здесь вот даже буквами так вот написано старинными буквами надпись. Вот, к сожалению, сложно прочитать. Но вот старым каким-то русским шрифтом. А с этой стороны вот схема города Якутска, какой он был первоначально. Если вы видите, да? Ну и вот на таких лодочках раньше плавали по реке. Дальше идем в направлении Кружала. Тут такие снега. Забор вот тоже в таком старинном стиле сделан. Вот тут находится у нас ресторан национальной кухни Махтал. А с этой стороны Кружала, торговый центр, да, как бы сказать. Но там преимущественно, конечно, продаются изделия местные и драгоценности различные. Ну, а это все восстановлено вот по фотографиям того времени, когда это было все сделано, естественно, из нового материала уже, по современным технологиям. Вот оно, вход в Кружало. И что мы здесь видим? Мы здесь видим Деда Мороза со Снегуркой. Вот у нас Снегурка. Это, смотрите, трон вот такой вот шикарный с тигром, да? Это тигр, да? Это тигр. Можно сюда сесть и сделать шикарную фотографию на память в мороз минус 50. И вот Дедушка Мороз. Такой здоровенный, здоровый мужчина. Ну, а это вход в само Кружало уже. Сейчас зайдем, погреемся. У него, кстати, вот такая елка шикарная стоит. Смотрите. Но он еще используется как банкетный зал. Какая красота здесь. Вот вид с верхней точки. Так вот здесь все выглядит. Вот здесь многочисленные магазины. Вот они здесь на втором этаже и на первом. В основном здесь все драгоценности. Находится ресторан Кружало, пожалуйста, и поздно. Ну что, выходим. Теперь пройдемся тут вдоль него. Прикольно. Здесь часто устраивают фотосессии. Значит, приходят сюда молодожены, фотографируются здесь, в старом городе. Потому что так все стильно. Колонны, такие окна. Здесь вот, там какой-то ресторан. А, да, ресторан. Здесь банкетный зал. Так вот воссоздана душевно, любовью старина города. Улица Кружала. Ну и сейчас мы здесь спустимся уже вот сюда вот. Ой, почка.
Но это здание, конечно, уже построено по современным технологиям. Вот видно там свайное основание у него. Сначала железобетонные сваи забили, а потом уже вот эта вся конструкция. То есть она теперь уже простоит очень долго. Здесь вот еще одно такое же, в таком же стиле строения. Вот. И вот если туда пройти, что там за вывеска? Написано «Индигирка». Это ресторан «Индигирка» здесь. Вот он. То есть это ресторан национальной кухни, блюда из рыбы и так далее. Вот здесь можно отведать. Ну а мы с вами пройдем по улице Амосова. Вот это улица Амосова. Слева у нас Кружава. А справа у нас Индигирка и Дикая утка. Дикая утка. Люди туда пришли, зашли, значит она работает. Дикая утка. Вот. Не знаю, как сейчас вот в вечернее время получится, конечно, кадры, как будет качество, не знаю, но надеюсь, что что-то вы увидите. Тут еще вот такое вот строение в старинном стиле, как раньше дома строили. Здесь у нас кафе Разор, да, какой-то бар, фуд бар. Вот. Тут такой, смотрите, у них мотоцикл какой стоит древний, там он елочка, пожалуйста. Работает, кстати, там люди сидят. Так, ну сейчас мы с вами развернемся. Вот улица Амосова 2/1. А здесь находится адвокатская контора. Неплохая, с гаражом. Вот так вот. С этой стороны уже, собственно, квартал идет. Вот такая застройка здесь, 4-этажечки КПДшные времен Советского Союза. Посмотрите, какой шикарный забор, такими с колоннами, да? И вот такой вот кованое железо, металл. Прикольно. Ну, здесь ворота такие, с таким навесом. И калитка тоже с навесом. Таким вот. Выходим. Так, и оказываемся в районе Кружала. Вот откуда, где мы были. Ну, теперь дальше по улице Амосова идем. Слева и справа здесь исторические здания все. Старинные. А с этой стороны, смотрите, ух ты, что тут сделали-то, а? Вот это где вот этот шикарный забор, да? Кованный, металлический. Его, во-первых, лампочками так вот украсили, да? И здесь ледовые композиции. Опять у нас олени. И вот едет Дед Мороз, Чисхан на этой упряжке. Так все выглядит. Вот он, Чисхан. Ну вот олени. Так, а что здесь находится? Метона. Метона. Что-то такое элитное, дорогое. Да, никогда не был здесь. И вот эта елка такая вот. Изо льда елка. На верхушке звезда. Она из таких вот элементов сделана. Подсветочка. Вот такая вот красота. Такой вот забор огромадной высоты. Ворота железные, металлические. Улица Амосова, 12/1. Адрес. Что же здесь находится в нем?
Продается здание. Его продают. То есть мы видим, что ничего не горит. Но вот воссоздано все так, как оно было когда-то давным-давно. Смотрите, вот хода такие, да, все. Окна. Все по-старинному. Красиво. Вот покупайте. Есть покупатель? Пожалуйста. В центре города Якутска вот такое здание. Да. Ну и как же нам без ремикса? Как же нам без ремикса в старом городе? Никак. Это алкомаркет. И тут он даже затесался. Да. Такая елочка зато прикольная. Здание старинное. Тут, по-моему, тоже был какой-то ресторан. Или есть? Тэйэ называется он. Угу. Севани. Там магазины, я так понимаю, да? Ну и если вот сюда еще по той стороне пройти, дорогу перейти, если там еще будут строения. И вот эта улица есть. По ней тоже можно пройтись вперед. Давайте здесь посмотрим. Вот здесь бутики различные, магазины. Аржакова 1 улица. Тоже здание восстановленное. Ну и вот туда, если идти в сторону уже Кружава. Улица Амосова 3А. 3А. Так, ну и выходим мы вот к этому очередному острогу. Здесь так, вот он, это сторожевая башня. То есть, понимаете, да, был вот такой вот забор, вот такого типа, да, из бревен высоких, и сторожевая башня, чтобы никто не мог, соответственно, попасть внутрь города. Так, ну а мы с вами еще по улице Аржакова пройдем. Заведение, кстати, называется Китай-город. Китай-город. Тут вот такая, как это, при въезде такая вот башенка стоит небольшая, как бы, да. И здесь турничок, турникет такой, соответственно, который перекрывает въезд на территорию старого города. Ну а мы с вами в температуру под минус 50 вот еще пройдемся по улице Аржакова. Посмотрим, что же на ней есть и как это все выглядит. Ну, вот еще раз повторю, что это магазины различные. Здесь недешевые бутики различных товаров, обуви, часов. Вот здесь вот интересно такая находится Симэх. Даже по-английски, вот, пожалуйста, вывеска. Юбилейная республиканская авторских кукол выставка. Вот что оказывается здесь. В рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии». Вот что здесь находится. Так, камера у меня еще не замерзла, еще снимает. Ну, пойдем, пройдемся. Так, ух ты! Смотрите, вот здесь вот магазинчик. И рядом с ним мы видим здесь памятник, да? Смотрите, какие здесь строения. Памятник. Ой, это кому? Что-то не разберу его. Человек, это казак, я вижу. В сапогах. У него здесь кобура.
Вот такой вот человек сидит. Не знаю, к сожалению, кто это, историю создания. Но все вот так вот прикольно выглядит. Ну и здесь вот такие домики есть. Кстати, я вижу здесь отопление у них, да? Это, видать, газовый там котел какой-то стоит. Он парит. Уже печки-то мало кто делает. И здесь вот еще такой дом. Автопрокат. Территория вот такая. Сюда машины заезжают. Парк как в парилке. Когда, знаете, когда вот подкидываешь что-то на... Смотрите, какие прикольные ворота. Что-то тут дымит. Такое вот ретро все. Смотрите, как сделано. Ажурно, красиво. Раньше все-таки как-то архитектура была более интересная, мне кажется. Была более такая... Ну, таких прямых линий не было. Пытались какой-то орнамент везде изобразить. А сейчас все какое-то такое прямое, плоское, без особых каких-то узоров там и так далее. Смотрите, какие здесь ворота гигантские. Ух. Вот это да, вот это масштаб, вот это я понимаю. Здесь рядом у нас магазин «Династия». Швейцарские часы и аксессуары. Вот что здесь находится. Ну, сами понимаете, сколько стоят швейцарские часы. Конечно, это вам не китайские. Там цена может быть десятки тысяч долларов. Даже не рублей. Вот это здание, которое относится к епархии православной церкви. Ну и мы вот кружок такой сделали. Вышли опять к храму. И вот сейчас посмотрим на эту елочку. И по сути дела все. Мы старый город весь обошли. Поснимали. Вот такая вот здесь красотень у нас. Уже скоро Новый год. Сегодня у нас 23 декабря. Температура за бортом на улице у нас минус 48 была. А где-то зафиксировано даже в районе аэропорта минус 51. Туман. Ну а здесь я, наверное, поставлю музычку такую красивую, новогоднюю. И вы посмотрите на эту красоту.